Привет, это Крым Реалии. Меня зовут Сергей Макрушин. Сегодня мы говорим об очередном похищении жителей Крыма российскими силовиками. 9 июня в Крыму пропал бывший член Меджлиса крымско-татарского народа Эльдар Менситов. В 14:30 9 июня он позвонил супруге с работы, сказал, что едет домой. После этого его телефон был отключен, домой он не приехал. Спустя сутки после того, как Менситов перестал выходить на связь, о его исчезновении супруга сообщила правозащитникам. Как выяснилось позже, Менситова на выезде из Симферополя задержали сотрудники российской ДПС, которые передали его силовикам на синем «Фольксвагене». Позже выяснилось, что это были сотрудники ФСБ. По словам адвоката, Менситова допрашивали в подвальном помещении с применением незаконных методов дознания. На следующий день его доставили в подконтрольный России железнодорожный райсуд Симферополя, который назначил ему 15 суток ареста за так называемое неподчинение требованиям сотрудников полиции. Это не первый эпизод, когда российские силовики проявляют интерес к Менситову. 8 сентября 2021 года в его доме уже проходил обыск. Тогда российские силовики заявили, что проверяли версию о его причастности к подрыву газопровода в Перевальном. К вечеру того дня стало известно, что его отпустили из здания ФСБ в Симферополе. Перед этим эфиром мы связались с сыном Эльдара Менситова, поговорили о том, за что российские силовики могут преследовать его отца и как это изменило жизнь семьи. Мой коллега Роман Спиридонов записал этот разговор. Давайте послушаем. Почему мог попасть в поле зрения российских силовиков? На самом деле, хороший вопрос. Он нас тоже интересует. Моему отцу уже за 50. Он в прошлом частный предприниматель, но уже много лет этим не занимается. Он инвалид третьей группы, получает пенсию. По сути, сейчас мой отец самый обыкновенный крымский пенсионер. И именно поэтому для нас мы настолько удивлены происходящим. Сейчас он абсолютно не ведет никакой общественной деятельности. Нет. Расскажите о последствиях первого обыска, который был в сентябре 2021 года. Последствиях, прошло 2 года. Это для нас было, конечно же, сюрпризом. Не было никаких предпосылок и оснований. Ночью в дом к моим родителям вошли с применением, со всеми вытекающими последствиями. Нашли представители правоохранительных органов, насколько я понимаю, это был ФСБ. Провели обыск, у нас забрали все электронные приборы, средства, то есть ноутбуки, телефоны и так далее. И забрали отца, и его везли в неизвестном абсолютно направлении. И даже не было возможности у матери позвонить кому-то или попросить помощи, или привлечь адвоката и так далее. И практически сутки мы абсолютно не понимали, где отец находится, в каком он состоянии и так далее. Через некоторое время его отпустили, но мы это расцениваем как абсолютный беспредел правоохранительных органов, потому что никаких и законных оснований не было для подобного обыска, для подобного его увоза куда-либо. Отец никак не комментировал это после возвращения, абсолютно никак не комментировал и ничего абсолютно ни нам, никому либо, насколько мне известно, не рассказывал о случившемся. Мы лишь видели какие-то новости о якобы том, что ФСБ проверяла его причастность к каким-то уголовным делам, однако у нас нет абсолютно никаких оснований предполагать, что он каким-либо образом был в чем-то замешан. Адвокат говорит, что есть следы физического воздействия. Что известно о его состоянии здоровья сейчас? На самом деле это один из самых важных вопросов, который нас волнует, потому что мы не знаем детали о состоянии его здоровья. Я видел эти новости о заявлении адвоката,
И вот сейчас мы будем просить адвоката о том, чтобы он еще раз проведал его, и будем просить о привлечении какой-либо медицинской помощи, насколько это возможно. Мы хотим понимать, что с ним, и что это были за следы, откуда они и как он сейчас вообще себя чувствует. У нас нет, у нас как там, у членов его семьи нет к нему доступа на данный момент. Есть ли у вас предположение, каких показаний от него пытались добиться? Абсолютно нет никакой ясности в этом. Мы с ним не говорили, и мы не видели вообще никакой-либо информации об этом. То есть это абсолютный произвол правоохранительных органов, и мы не понимаем, каковы их мотивы и какова вообще их логика, какие вообще основания для этого всего. Отец не признавал, ну, то есть его действия по постановлению суда расценили как неповиновение правоохранительным органам. Он свою вину не признавал, как бы, соответственно, мы уверены в том, что он говорит правду. Ну вот в сети его называют, вот когда пишут о том, что он руководитель Симферопольского меджлиса или Симферопольского района, я сейчас вот вылетел у меня с головы, он как-то официально оставался на этой должности, не оставался, вот занимался Нет. ли он как-то? Абсолютно нет. Он после 2014 года он не занимается ни бизнесом, то есть никакой не предпринимательской деятельностью, никакой публичной деятельности у него тоже не было. Он вел обычную простую жизнь пенсионера, соответственно, потому он и спокойно жил в Крыму и никуда не хотел уезжать. То есть не было никаких логичных оснований предполагать, что его жизни, его здоровью что-то угрожает. А вы с мамой общались? Как она восприняла эту информацию? Что она говорит? Ну, она женщина, она эмоционально восприняла эту информацию, потому что это, опять же, это гром среди ясного неба, абсолютно нет никаких, не было никаких предпосылок, поэтому она это тяжело воспринимает, она сейчас болеет, и она с температурой ездила, там, искала его там по всему городу, когда появилась новость о том, что он пропал. Вот, поэтому сейчас она тяжело это переживает сейчас. Итак, это были комментарии Эдема Менситова, сына Ильдара Менситова. Далее подробнее поговорим и об административном аресте, который был назначен Эльдару Менситову. Я сейчас процитирую публикацию издания «Граты», которая описывает в том числе вот этот административный процесс. Итак, цитата. «Уже в суде выяснилось, что Менситова обвиняли в том, что он в 19:30 на улице Кима отказался подать документы полицейским и, крича, попытался от них убежать. В протоколе было указано, что он признает вину. Против него также выступил свидетель Анастасия Кокотко, я могу неправильно подставить ударение здесь, которая утверждала, что видела, как Менситов, цитата, «отказывался выполнять требования сотрудников полиции о предоставлении документов, громко кричал, при этом физически сопротивлялся и пытался убежать». Конец цитаты. Издание «Граты» выяснило, что Анастасия Кокотко, которая выступает свидетелем, это студентка Крымского федерального университета и участница студенческого сообщества «Интернет-патруль» Университетского координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции. То есть, заключает издание «Граты», есть прямая связь ее и сотрудников Центра противодействия экстремизму МВД, который курирует вот этот координационный центр Крымского федерального университета. Продолжим разговор об этом с главой Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник, которая с нами на связи. Ольга, здравствуйте. Итак, по какому сценарию сейчас действуют российские силовики и зачем понадобилось назначать Менситову административный арест, если им интересуются сотрудники Федеральной службы безопасности? Если говорить о сценарии, то, в принципе, он довольно стандартный для фабрикованных дел. И вы только сейчас навели как раз пример того, как фабрикуются такие административки сложными свидетелями. То есть это подставные свидетели, которые, в принципе, и так курируются МВД.
Точно так же есть такая же практика в уголовных делах, когда свидетели — это люди, подконтрольные ФСБ. Поэтому здесь мы видим, что, первое, что у нас явно две противоречащие позиции. Есть версия, которую, озвучивает сам Менситов и адвокат, о том, где по факту его похитили, это восстановили ДПСники, а после этого передали вообще другим людям в масках без всяких оснований для задержания. После этого держали в подвале, и только после этого появились какие-то процессуальные документы. Поэтому уже эти действия говорят о том, что это по факту было похищение, они пытались добиться от него каких-либо сведений. Возможно, не получив того, чего они хотели, или хоть как-то прикрыть свои следы незаконной деятельности, был сфабрикован этот административный протокол и 15 суток. Это первое, что может быть. Довольно часто, когда под этим предлогом пытаются либо провести какой-либо отпуск незаконный, либо опросить, допросить человека с применением насилия или психологического давления. Второй сценарий, который часто бывает в таких делах, когда административное дело и 15 суток является только началом и, так сказать, определенным временем для того, чтобы ФСБ подготовила уголовное уже дело. И буквально недавно, мы приблизительно похоже наблюдали в Владикавказе, когда Линие Умерову вообще держали 4 раза по 15 суток, пока ФСБ пыталась сфабриковать дело. И якобы отпускали каждый раз и задерживали, если я не ошибаюсь? Не совсем так. Перед тем, как заканчивались 15 суток, за день, за два до этого, якобы она снова проявила злостную непокору, неповиновение сотрудникам, например, временного изолятора, где она и так находилась. То есть это довольно распространенная статья. Более того, она, в принципе, сформулирована так в административном кодексе, вот эта 19.3 статья, что, в принципе, туда все что угодно можно вписать. И даже описание действий, которые дает якобы свидетельница, вот эта девушка, которая подконтрольна МВД российскому, оно даже само себе противоречит, потому что мы видим, что касается Ильдара, то последние годы, он продолжал жить в Крыму под оккупацией, он прекрасно понимал, где он находится, с кем он общается, и откровенно вести себя такими провокационными действиями, конечно, человек не будет. И сын тоже его пояснял, что Ильдар прекрасно понимал, что он делает, что он вел абсолютно спокойный образ жизни. Поэтому провоцировать, тем более такие довольно дикие действия, бегать и кричать, это действительно странно даже для любого человека, не говоря уже о нас, правозащитников, которые прекрасно знают реалии. Поэтому все, что я слышу и вижу вокруг этого дела, указывает для меня, по крайней мере, на фабрикацию административного дела. Две причины. Либо прикрыть то, что его незаконно допросили, либо, к сожалению, это может быть вообще началом других процессов, связанных с тем, что есть попытка возбудить против него уголовное дело, и они берут сейчас такую временную паузу для того, чтобы подготовить какие-либо процессуальные документы для этого. Я надеюсь, что через 15 суток он сможет выйти и вернуться к своей семье. Однако это уже не первый раз, когда административное дело используется в дальнейшем для открытия уголовного. Учитывая, что мало есть сейчас предположений о том, чего же хотят добиться сотрудники ФСБ от Менситова, можем ли мы говорить уже о том, что это преследование по политическим мотивам? Мы как минимум можем говорить о том, что это незаконные действия, незаконные методы следствия. И однозначно, что, в принципе, первые события, которые были связаны с его так называемым задержанием, на самом деле это было похищение. Соответственно, если человек ни в чем не виновен, и ему не предъявляли никаких законных, с точки зрения России, обвинений при его так называемом задержании, а по факту похитили и держали в подвале, то это уже указывает на то, что оснований реальных для его задержания не было. Соответственно, мотив политический. Либо они ищут кого-то другого и пытаются сфабриковать дело на другого человека, выбив из кого-то под давлением признания. Либо они хотят сфабриковать дело против самого Ильдара, либо им нужно еще одно какое-нибудь громкопропагандистское дело, например, против Меджлиса крымско-татарского народа. То есть, в принципе, я боюсь, что здесь точно есть политические основания, иначе какой смысл фабриковать это дело? Если есть основания, то мы знаем, как они приходят. Если у них уже даже подготовленное уголовное дело. Приходят с обыском, задерживают и все. Здесь масса лишних каких-то действий, которые были сделаны, потому что у них не было, в принципе, ничего, что они бы могли предъявить Ильдару. Соответственно, здесь мотив должен быть политический, пропагандистский, или мотив сфабриковать другие уголовные дела против других людей. Но в любом случае здесь точно нет никаких законных оснований для тех действий, которые сделали в отношении Ильдара.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Далее к нашему разговору подключается член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Эскендер, добрый день, слышите ли вы меня? Добрый день, да, слышу. А как вы думаете, что могло стать причиной преследования Ментитова? Вот его родственники говорят, что он практически с 2014 года не занимается активной деятельностью и фактически на пенсии находится. Но я знаю Менситова Ильдара лично, потому что мы живем в одном поселке, в Молодежном. И что касается ситуации с Менситовым Ильдаром, то в первую очередь я хочу обратить внимание на то, что по отношению Менситова Ильдара уже проводились, скажем, действия со стороны силовиков оккупационных. Это когда в 2021 году у него проводился обыск в доме, потом его вывозили, а через некоторое время его отпустили, но в отношении него применяли пытки. И как раз после того Ильдар, он практически не проявлял какой-либо активной политической деятельности или, скажем, не проявлял какой-то публичной, скажем, деятельности. А в целом Ильдар Менситов, он был в 2013 году избран председателем местного Меджлиса молодежнинского. И я думаю, что как раз-таки, и, кстати, те обыски, которые были в 2021 году, они были связаны именно с делом Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых, Асана и Азиза. Вот здесь вопрос заключается в другом. Дело в том, что по отношению к Нариману и братьев Ахтемовых уже вынесены приговоры. То есть практически тогда можно говорить, что по тому делу, скажем, проведено уже следствие, раз уже приговоры есть, и, соответственно, уже признаны, скажем, виновные по этому делу, чего вдруг они опять вспомнили, скажем, Ильдара и начали вот эти действия. Причем эти действия, они вообще были незаконными, потому что он находился на работе, и он сумел связаться с женой, когда уже возвращался домой. И вот как раз-таки по пути домой его выкрали. И просто при активном действии, скажем, его соседей, людей, адвокатов выяснили, и предварительно я владел информацией, что он находится в спецприемнике, и что, возможно, по отношению к нему применены пытки. И, скорее всего, оно так и было. И далее, конечно же, активисты и соседи нашли его и узнали, что он находится в спецприемнике. И потом уже стало известно, что в отношении него вынесено административное наказание в виде 15 суток лишения, ограничения свободы. Поэтому здесь мы видим вот такие вот процессы. В случае, если речь в данной истории, да, идет о преследовании за причастность к Меджлису в какие-то прошлые годы, да, в участии в его работе, то какое количество людей по такому признаку может попасть под новую волну давления российских силовиков? Более 2500. Это те люди, которые принимали участие в работе меджлисов региональных? Система Меджлис Курултай, когда мы говорим, это 248 делегатов Курултая. Ныне, конечно, среди них есть некоторые, кто уже ушел в мир иной. Есть, скажем, и члены Меджлиса. Но члены Меджлиса избираются из состава Курултая. И когда мы говорим о системе местных и региональных Меджлисов, вот здесь как раз-таки речь идет о том количестве населенных пунктов, в которых проживают крымские татары, и, соответственно, в которых проводились выборы, избирались члены местных меджлисов и члены региональных меджлисов из членов местных меджлисов и, соответственно, председатели регионального меджлиса. Поэтому Ильдар как раз-таки один из тех, который представлял органы местного национального самоуправления крымских татар.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Мы продолжаем внимательно следить за этой темой, за историей Эльдара Менситова. Если вам есть что добавить к этому разговору, пишите в комментариях, присылайте письма на нашу электронную почту. Предложения по темам или материалы по другим темам можете присылать тоже на нашу электронную почту. У микрофона был Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.